Не доехали до Лозома? Сколько километров проехали от Сыктывкара? Пострадавшие есть? Так, соединяю вас с ГИБДД, звонок ваш бесплатный, оставайтесь на линии. Это сигнал от водителя, который только что попал в дорожное происшествие недалеко от Сыктывкара. Пострадавших нет, значит, скорая не нужна. Оператор соединяет позвонившего только с ГИБДД. За день сотрудники Центра обработки вызовов принимают от 1000 звонков. Праздники и того больше. В Новый год, например, было больше 1500 сигналов. Чаще всего люди нуждаются в скорой помощи. Впрочем, бывает, что кто-то застрял в лифте или потерял ребенка. Просят даже снять животное с дерева. Оператор всегда четко знает, в какую службу перенаправить вызов. Основные цели создания системы 112 – это организация экстренного вызова служб по принципу одного окна. То есть, еще раз приведем то же самое. ДТП с пострадавшим, с разливом топлива, поврежден какой-то, скажем, пропуская электрический столб. Куда звонить в первую очередь? Непонятно. Человек зажат в машине. То ли в скорую звонит, то ли в полицию звонит, то ли в пожарную, потому что разлит бензин. Да? Поэтому вот одно окно и придумали, номер 112 позвонил, и оператор одним кликом мышки отправил сразу же все экстренные службы. Даже если звонок сорвался, система тут же определяет номер и место, откуда человек звонил. Вся поступающая в центр информация видна в режиме онлайн операторам экстренных служб. А скоро она будет автоматически поступать в их компьютеры. Сегодня над этим работает Центр информационных технологий. Например, уже в этом году все данные про больного системы 112 в автоматическом режиме будет получать скорая помощь. Сейчас у операторов в МВД, скорой помощи развернутые интерфейсы системы 112. Они видят это в режиме реального времени, эту карточку, но заводят эти данные в свою систему уже непосредственно руками, при наличии вообще такой системы, переводят эту информацию уже в ручном режиме. Эти две системы не так просто синтегрировать, и такая задача перед нами стоит. Кроме того, обмен сообщениями наладят и с соседними регионами. С Ханты-Мансийским округом и Свердловской областью связь уже есть. А вот в других близлежащих субъектах единый номер до сих пор не готов к запуску в эксплуатацию. Человек попадает к нам, в наш центр на номер 112, когда звонит. Мы его кратко опрашиваем и через именно систему переводим этого человека, например, в Ханты-Мансийский автономный округ. Ту информацию, которую мы опросили, у них тут же будет в автоматическом режиме появляться на экране уже. То есть им не надо будет дополнительно опрашивать человека. Но реагировать они будут, уже организовывать реагирование на своей территории. Обычно такое бывает, знаете, когда на приграничных районах человек позвонил, перехватила вышка с республики Коми, но он находится, например, в Ханты-Мансийском округе. Еще среди запланированных нововведений прием вызовов через СМС-сервис. Но пока эта услуга в разработке. Специалист отмечает, с введением на территории Коми единого номера экстренные службы на происшествие прибывают значительно раньше, а потому медики успевают вовремя помочь пострадавшим. В итоге на 70% снизилась тяжесть последствий ДТП, на 10-15% сократилась так называемая безвозвратная потеря, то есть гибель людей в авариях. Ирина Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрган.